На 1 сентября задолженность абонентов по электроэнергии составляла 196 миллионов сомов. Это в основном не бытовые потребители, такие как муниципальные предприятия, бюджетные и коммерческие учреждения. Порядка 48 миллионов сомов задолженности составляли бытовые абоненты, то есть население. За несвоевременные платежи Северэлектро начали дистанционно отключать электроснабжение, и это дало хороший эффект. После отключения за долги люди начали гасить задолженности, и больше половины уже выплачено. Мы были вынуждены прибегнуть к отключениям дистанционным. Вследствие этого на сегодняшний день задолженность бытовых абонентов составляет уже 28 миллионов сомов. Мы порядка 20 миллионов задолженность уже взыскали. Далее мы приступаем к отключению абонентов этажного сектора, многоквартирного. Поэтому хочу призвать абонентов, проживающих в многоквартирных домах, в этажном секторе, уточнить свои долги и при наличии долга оплатить. В летнее время потребление электроэнергии со стороны населения значительно уменьшается. Так, если зимой абоненты, живущие в многоквартирных домах, платят в среднем по 500-600 сомов за месяц, то летом эта цифра уменьшается в 2 или даже в 3 раза. Например, для абонентов сотовых компаний для того, чтобы совершить вызов, нужно сделать предоплату, и только после этого можно поговорить. Платим, например, за ту же мобильную связь в месяц уходит, только у меня 500-600 сомов, да, уходит. У супруги также уходит. Это вот, если делать сравнительный анализ, например. Без связи мы как-то можем прожить, да, еще. Ну, без света, мне кажется, не проживем, да. Уже проблематично это будет как-то. Поэтому надо платить за свет, конечно. В последний раз цены на электричество в Кыргызстане поднимали почти 5 лет назад. Сейчас бытовые потребители платят по 77 тыинов за 1 киловатт-часов. При достижении лимита в 700 киловатт-часов каждый киловатт стоит 2 сома 16 тыинов. Небытовые абоненты, промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители платят по 2 сома 24 тыина. Сегодня средневыставленный тариф за 1 киловатт-часов электричества составляет 1 сом 36 тыинов, но его фактическая себестоимость достигает 1 сома 60 тыинов. Дело в том, что низкие тарифы не покрывают даже себестоимость света. Из-за этого энергосистема постепенно приходит в упадок. Энергокомпаниям не хватает средств на ремонт оборудования и увеличение мощностей. Сегодня больше половины линий электропередачи, подстанций и трансформаторов изжили свой срок. Власти никогда не скрывали, что в Кыргызстане тарифы на электроэнергию не окупают себя. Время от времени чиновники заявляют, что цены придется повысить, но недовольство общества вынуждает их отказаться от этой идеи. Некоторые эксперты в области топливно-энергетического комплекса предложили альтернативную идею выхода из положения, не поднимая тарифы населению. Дело в том, что если мы повысим тарифы на задобывающим компаниям, которые практически там вот это повышение тарифа они даже не почувствуют. Им такого большого влияния не окажет. Но она поможет энергокомпаниям выйти из кризисного состояния, выйти на прибыль. Потому что если мы увеличим золотодобывающим компаниям тариф на электроэнергию коэффициентом 10, то мы будем иметь дополнительных доходов порядка 6-7 миллиардов сомов. Стоит отметить, все знают о хищениях и коррупции в энергосекторе, да и власти признают это. В попытке побороть коррупцию постоянно меняется ведомство, которое должно отвечать за всю энергетику в стране. Раньше было Министерство энергетики, сейчас Национальный энергохолдинг. В 2014 году Совет Безопасности разработал план по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. За 3 года его выполнили всего на 26%, что стало причиной разбирательств с чиновниками в 2017 году. Бывший премьер-министр Абылгазиев тоже говорил, что прежде всего нужно добиться сокращения технических потерь и искоренения коррупции. Население должно поверить, что система работает без коррупции. Как отмечают эксперты, дешевый свет не стимулирует население экономить его. Средняя семья в Кыргызстане потребляет почти вдвое больше электроэнергии, чем в Германии, где уровень жизни в десятки раз выше. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.